Это один из тех поединков, где мне вот интересно посмотреть, как Михаил свой любительский стиль подстроит под профессионалов. Михаил. Да, кстати, оба боксера левши. Оба левши. Да, я видел несколько боев в Ютубе представителя Намибии. Лазаруса, да. Шивагва. Шанингва, да. Шанингва. Да, конечно, боксеры были шокированы, да, нашими морозами, которые, да, в день прилета в аэропорту, да, взорвали. Да, минус 47 градусов, и они взорвали, да. Все соцсети России и паблики популярные. Да. И популярные боксерские паблики. Мировые, все да. Неплохо, да. Неплохо работает. Хороший, размашистый удар. Лазаруш. Шанингва. Конечно, козырь Михаила — это быстрые удары. Он очень скоростной парень. Достает Михаил хорошим левым ударом. Михаил занял центр ринга у нас и так пытается прессинговать. Сталкивает соперника передней рукой, подводит канат и вот здесь пытается. Да, оба заряжены на удар, да. Хороший акцент и выбрасывает вдвоем. Джеб по корпусу доносит спортсмен из Намибии. Хороший боковой от Михаила. Такая больше оппозиционная борьба в центре ринга у них. Кто кого просчитает. Передний, да, правый. Передней рукой показал в живот. И с этой же руки пробил по голове боковой удар. Соперник, видно, такой размашистый, нестандартная у него техника. Очень хорошо. Да. Здесь могло быть обоюдно опасно. Левой на левую. Здесь неплохой обмен. Смотрится этот бой. Формула боя. 6 раундов. Держит. 6 раундов. 6 раундов. Это серьезно уже дистанция. Не спешат они ставить стул. Лазарусу Шанингве. Очень интересно. Секундирует Михаила Филипп Седых, мастер спорта, руководитель клуба «Панчер». Достаточно известного в нашем городе. Очень многие любители бокса начинают приводить детей туда, занимаются. Новый зал у них открывается совсем скоро. Михаил уже достаточно зрелый спортсмен, да. И он и, можно сказать, знает, как готовиться к каким боям. Я думаю, он сам разбирает. Ну и неплохой тандем у них с Филиппом получается. Второй раунд. Так, второй раунд. Очень мне нравится вот такой быстрый джеб у Михаила. О, отлично. Пытается подловить его сильнейший на сильнейшую, слева налево. Лазаруш Шанингва смотрится так немного коряво, но эта корявость, мне кажется, она даже доставляет неудобства Михаилу. Нестандартный, так сказать,
спортсмен с нестандартной техникой. Передний на переднего. Джеб на джеб у Михаила очень хорошо заходит, он контролирует дистанцию. Он быстрее, его удар доходит раньше. Отлично, отлично. Да. Но соперник улыбается. Крепкий парень. Да, всем видом показывает, что все в порядке, да? Придерживает Михаила, приходится вмешаться рефери. Да, ну это, наверное, опыт, да? Конечно. Где-то такие, да, небольшие. Показывает неплохие защитные навыки. Кстати, да, вот нам бьет в кожаных шортах, да? Я вижу. Не знаю, конечно, насколько это удобно. Вот здесь вблизи, конечно, он неплох. Одной рукой держит, второй пытается выбрасывать удары. Рефери не вмешивается, но сейчас, видимо, ему сделают замечание. Достает. О, Михаил попал с левой руки. Это нокдаун. Чистейший нокдаун. Берет паузу, сидит на колене, не торопится вставать. Посмотрим. Видно, Да, что пойдет, Лазарус потрясен и держит. Еще пытаются держать. 10 секунд до гонга. Концовочка второго раунда. Достоял, продержался. Да. Надо отдать должное. Но и сделал это грамотно, не стал спешить. Видно, у него есть хороший боевой опыт. Да, и, конечно же, мы этот удар увидим на повторе. Хотелось бы, да, вот сейчас еще посмотреть. По-моему, он с левой руки вот так двойку пробил в контратаке. Так, это начало боя. Но вот здесь обоюдно опасно несколько раз было. Вот он попал, да. Вот этот удар. Правой и левой. Вот он четко потряс его ударом в голову, в подбородок. Да. Ну и пока это первый такой нокдаун, да? Такой. На вечере профессионального бокса в Якутске. Посмотрим, смог ли восстановиться Лазарус Шанингва. Или возьмет ли он паузу. Это всего лишь 3-й раунд. Впереди нас еще ждут 3 раунда по 3 минуты. Да, Михаилу сейчас не стоит торопиться. Да. Вот сейчас очень хорошо попадает. Видно, Михаил прочувствовал дистанцию. Да. И устраивают они настоящую зарубу. Одиночные, да, точные удары в исполнении Михаила. Использует свой скоростной джеб. Вот здесь сам пропускает Михаил. Удар так прошел вскользь. Вот джеб на джеб у Михаила заходит стабильно. Каждый раз, когда он его выбрасывает навстречу, Лазарус Шанингва все пропускает. Очень хорошо поймал сильнейшей руки.
в разрез. Отлично. Передний, да. На сайдстепе. Снизу поднимает. Ой, выбрасывает, выбрасывает. Вот эти удары по воздуху серьезный ресурс забирает у Лазаруса. Да, придерживает, да, придерживает и... Ну, использует все фишки, все грязные фишки профессионального бокса. Я вижу, потек нос у спортсмена из Намибии. Вот, хорошо. Несмотря на пропущенный удар, идет вперед, Да. еще пропускает. Хороший удар сильнейшей рукой от Варламова. Тут же Шанингва. Хорошо, Михаил уходит, конечно. Действуя вторым номером, вообще прекрасно разбирается. Но Лазарус как будто бы на первый раунд вышел. Да. В одном темпе все. Интересно, интересно, конечно, сейчас послушать, что же говорят Михаилу и что говорят Лазарусу. Вот они еще лучшие моменты третьего раунда. Я обратил внимание, что когда Михаил начинает работать на скорости одиночного, он попадает и практически ничего не пропускает в ответ от своего оппонента. Но вот как только он дает, так скажем, повод, идет в какую-то зарубу, вот здесь какие-то шансы появляются у Лазаруса. Так, четвертый раунд. Экватор пройден, да, скажем так, боя. За счет скорости Михаил здесь его обыгрывает. Вот здесь могло быть очень опасно. Такой серьезный хлесткий удар. У ринга прям слышно. Правой, левой выбрасывает Шанингва. Постоянно подседает. Ну, все скоростные джебы залетают. Хороший удар. Ну, видим, что у намибийца функционалка вообще на месте, да? Да, он смотрится коряво, так скажем, нестандартно. Но как первый раунд начал, так и работает. В одном темпе работает. Такое ощущение, что удары на него особого влияния не оказывают. Вот он бьет, так немного ногу заднюю задирает. Ну, это своеобразная африканская школа, наверное, да? Конечно, я думаю, что это такая более профессиональная манера. Да. Немного они в любителях боксируют. Вот челнока нет. Такой финт. Да, ну, в четвертом раунде намибиец поактивнее, да? Поактивнее выглядит. Выбрасывает множество ударов. Конечно, мне вот интересно. Вот, отлично. Я говорю, каждый раз, когда Михаил выбрасывает скоростной джеб, все там. Все достигает цели. У намибийца большинство ударов, они такие с необычной траекторией. Да. Снизу вверх, сверху вниз. Диагональ там, да? Да. Вот здесь он, смотрим, умело придерживает руку, второй рукой пытается нанести удар. Ну вот здесь, мне кажется, и начинается самый настоящий бокс после третьего раунда. Как будто и не было нокдауна. Ну да. Идет вперед, сталкивает. Вот еще один удар. Нокдаун-то был в первом раунде. Да? То есть я думаю, что он восстановился.
И уже где-то даже сталкивает Михаила. Но я думаю, что это такую тактику избрал Михаил. Он понял, что лучше работать в контратаке у него получается за счет своих скоростных качеств. Вот подлавливает на сайдстепе. Конечно, немного сумбурно выглядят атаки Лазаруса, но доходит до цели, поэтому почему бы и нет. Да. Интересный создает. Мне интересно, будет ли интрига в этом бою, потому что первые раунды, мне кажется, Михаил был гораздо активнее. Плюс еще нокдаун у нас. Это значит, что он выигрывает раунд 10-8. Посмотрим. Вот этот быстрый скоростной джеб и выход. Пробил, ушел. Но это чисто любительская школа. Пробил, ушел. Вот здесь мы видим, неплохо достает с сильнейшей руки в клинче. Подсел. Удивил немного Михаила, я думаю. Неплохая комбинация, да? Перевод с корпуса на голову. Да, но опять же, вот таких четких, акцентированных ударов до цели намибиец, вот как мы видим на повторе, но практически не доносит. Да. Итак, 5-й раунд. Это у нас уже основной карт. 5 поединков позади. Такого мы сегодня еще и не видели. 5-й раунд. Рвется в бой. Да, хорошая двойка от Варламова. Хороший, да. Сбоку залетает. Такое ощущение, что Михаил его все-таки просчитал. Уже и вблизи он. Михаил начинает доносить удары. Мы слышим, подключаются трибуны и болеют за Лазаруса, скандируют его имя. Интересно, слышит ли он трибуны? Или ему сейчас совсем не до этого? Скорее всего, не слышит, да? Знаю, что из Сунтарского вуза много приехало земляков Михаила Варламова специально к этому бою, чтобы поддержать своего товарища, земляка. Ну, определенно, это, так скажем, флагман. Да. Один из лучших спортсменов Сунтарского района. Не только Сунтарского, да, но и Дальнего Востока. Да. Дальнего Востока и стабильно в 8-ке лучших, сильнейших боксеров России весовой категории до 57 килограмм. Вот. Очень крепкая голова, мне кажется, у Лазаруса. Столько ударов, он акцентированных пропускает. И так и не скажешь, что он как-то сильно потрясен или подсел функционально. Выбрасывает много таких ударов с замахом. Но Михаил все видит и спокойно уходит от них. Джеб, снова джеб. Вот на этой дистанции, мне кажется, Михаилу максимально комфортно боксирует. Он все видит. Может спокойно доставать своими скоростными быстрыми ударами. идет вперед. Пытается даже забрать концовочку Лазарус, но у него это не совсем получается. Да, но если смотреть на чистые акцентированные удары, которые доходят до цели, то здесь, безусловно, Михаил, я думаю, на карточках всех судей лидирует. Ну и стоит отметить, что функциональная подготовка у обоих спортсменов на уровне. Ни Михаил не растерял своей скорости.
Лазарус продолжает также идти вперед. Вот здесь мы видим... Да, видим, да, пропустил, оказывается. Да, Михаил пропустил навстречу с сильнейшей руки. И, конечно, нужно быть внимательней. Не терять концентрацию. Ну и заключительный раунд, дорогие друзья. Поединка основного карта вечера профессионального бокса. Михаил Варламов против Лазаруса Шаниква, Намибия. Хорошим боковым ударом он достал Михаил. Навстречу снова джеб. Потряс Михаил ударом сильнейшей руки. Это серьезный, конечно, удар. Я не представляю, как Лазарус выдерживает. Еще раз. Все равно. Да, поплыл, мне кажется, да, Лазарус Шаникв. Но устоял на ногах, а по правилам кроссбокса, если ты не коснулся коленом пола, нокдаун не отчитывал. Держит за ноги. Сейчас, конечно... Кто-то мне подсказывает, да, еле держится на ногах Лазарус. Но Михаил Варламов заряжен на удар. Пытается Поймал кураж, мне кажется, даже. Видно, Лазарус потрясен. Да, вяжет. выживает, да, пока. Ну, пытается засушить бой, пытается восстановиться в этой возне. Двигается. Сам что-то попадает. Я думаю, сейчас он вблизи будет заниматься тем, что подвязывать Михаила, сушить бой, понимая, что Итак, пошла последняя бой минута. может закончиться досрочно. И вот здесь мы видим, Михаил контратаку пропускает, и нужно ему быть внимательней. Не забываться, что Лазарус все-таки это парень с опытом. Конечно, хочется, наверное, Михаилу закончить этот бой досрочно. Да. И порадовать всех, кто пришел за него поболеть, и вообще всех любителей бокса республики. Еще раз попал. Но не стоит забывать, да, что и Лазарус обладает неплохим ударом. И нельзя терять концентрацию. Он снова вяжет. Цепляется за ноги. Заканчивается бой. Наверное, можно все-таки поздравить Михаила Варламова. Мы поздравляем Михаила, поздравляем Филиппа Седых, поздравляем весь клуб «Панчер» и всех любителей бокса республики с очередной победой. Руководитель промоутерской компании «Русь» Алексей Николаевич Васильев. И вот мы смотрим лучшие фрагменты этого боя. Были моменты, конечно, и у Лазаруса, но Михаил был толчней, быстрее. Я думаю, что это и принесло ему победу. Так, ждем вердикта судей.
Награждать победителя и кубок вручать будет Алексей Николаевич Васильев, промоутер компании «Русь». Итак, дамы и господа, после 6-раундового противостояния все трое судей Ну, видно, что Лазару Шанингва сам осознает, что проиграл этот бой. We have unanimous decision. Единогласным решением судей победу одержал Михаил Вар! Мы поздравляем еще раз Михаила. Провел отличный поединок. Я видел на предматчевой пресс-конференции, Лазарус очень уверенно себя вел, было много разных жестов, но бой расставил все по местам.